Она выслушает, подбодрит и поможет по хозяйству. Между социальным работником Фатима Балаева и ее подопечной сложились самые теплые отношения. В этом доме она долгожданный гость. И по хозяйству поможет, и совет дельный даст. У вас поколение такое, очень трудящееся поколение. Это правда. В трудное время жили, тяжело жили. Да. А сейчас немножко легче люди живут же. Не Да. так, условия лучше сейчас. Мария Толмачева живет одна. Сын умер несколько лет назад. Одиночество сказалось на здоровье, и выполнять дела по домашнему хозяйству теперь тяжело. Бабушка обратилась в органы социальной защиты. Сейчас ей и поесть приготовить, и в аптеку по необходимости сходят. Я на нее надеюсь. Вот. Она добрая, как дочь меня она. Вот. Что ей скажу, вот. Она меня принесет, сделает, там поможет в труде. Впрочем, она умница, хорошая. Протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. Фатима Балаева – социальный работник с многолетним стажем. Женщина признается, что эту профессию выбрала по зову сердца. Осознавая огромную ответственность, которая лежит на ее плечах, Фатима с удовольствием каждый день навещает своих подопечных. Да, каждый характер у них, даже у них капризы, конечно, есть. Да, приходится даже... И даже им психолог нужен, вот так слушать, вот приходишь, у них вот эти боли, они выговаривают, там советуются. Начало, конечно, было тяжело, первые годы, вот когда мы на работу устроились, все это когда-то было тяжело. А сейчас уже мы привыкли, они меня как дочку воспринимают, уже у нас совсем другие отношения, конечно. Конечно, часто прихожу, даже я могу и ночью, бывает, что она меня позовет, там этот. Так утром, если надо, рано утром прихожу, если надо, в обед прихожу. Но определенного времени у нас нет, у нас не получается вот так, чтобы сказать туда. А у меня их 8 человек, 9 человек. Ждет с утра свою помощницу и Калимат Гамбертова, ей 81. Несмотря на то, что женщина хорошо выглядит, возраст дает о себе знать. Бабушка рассказывает, что профессия соцработника тяжелая, и стать им может только великодушный человек с добрым сердцем и желанием творить. Именно такой можно назвать и ее помощницу по дому. Соцработник приходит 2 раза в неделю, во вторник и пятницу. Вот. Убирает хорошо, все чистенько, все нормально, все делается отлично, так что никакие нареканий нету. Сказать, что она и не болеет, всегда посещает, все время приходит, все нормально, правда, как есть. В Ингушетии несколько сотен одиноких людей. Только в Карабулаке их на учете 134 человека. Социальных работников всего 15. На попечении у каждого из них по 8 человек. Самое меньшее, что они могут сделать, просто выслушать и поддержать. Остальная работа хоть и физическая, но не в тягость. Социальные работники очень много времени и сил отдают заботе о других. Благодаря их кропотливому труду пожилые люди не чувствуют себя одинокими и обретают надежду на новый день. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.